Добрый день. Я признательна за возможность выступить перед вами, но единственное, сразу говорю, что времени у меня очень мало, тема достаточно обширная, и поэтому мы, наверное, сегодня сможем только общие вещи какие-то разобрать, и остальное оставить, если будет необходимость, уже либо на самостоятельную проработку, либо это должно быть следующие встречи, следующие какие-то семинары и так далее. Можно еще тут твою номинацию назвать? Да, пожалуйста. Коллеги, я хотел вашему ОНС еще сказать, что у КЗУЛи можно помимо гендерных вопросов задать вопросы по поводу отбора людей в ваш ОНС. Потому что ЗУЛи является членом комиссии по, даже не просто членом, а председателем комиссии по вот этому отбору, собственно говоря. И, Айнур, вот я думаю, что на самом деле процедура очень простая, чтобы инкорпорировать вот тех, кто из дополнительного списка есть. Это должен быть, насколько я понял, письмо от совета, все. Да, но перед тем, как письмо, сначала нужно, чтобы ваш общественный совет включил этот вопрос на свое заседание, одно из заседаний, рассмотрел, принял по нему решение, что вы, например, считаете, что ваш совет нуждается в увеличении, и что вы их просите, что вы хотите, чтобы из резерва кандидатов были в основной состав включены там столько-то человек. И вот потом уведомление об этом решении нужно направить к нам в комиссию с копией этого протокола, и тогда комиссия может начать процедуру обсуждения и решения по этому вопросу. Мне пока не надо. Да. Спасибо. Так, ну что, давайте вернемся к нашей теме, да, по обсуждению вопросов гендерного измерения сектора образования. Значит, я предлагаю начать обсуждение с того, что мы сделаем небольшое маленькое упражнение, и наверняка каждый из вас в своей жизни либо получал в детстве подарок, либо делали теперь его уже, да, там, своим детям, внукам, племянникам, сестренкам и так далее. И давайте мы с вами попробуем определиться. Вот если нам нужно сделать подарок, выбрать подарок на день рождения мальчику и девочке, вот какие игрушки мы выбираем? Да? То есть вот давайте, вот здесь я буду записывать игрушки для девочек, а вот здесь игрушки для мальчиков. Пожалуйста, какие игрушки мы выбираем? Что мы дарим обычно? Ну, неважно, давайте мы можем уточнять, говорит, если маленький, то девочки куклу, кукла, а мальчику машинки. Ага, конструктор. Да. Конструктор тоже, но там все-таки есть специфика. Например, собрать машинку или что-то, это, скорее всего, будет мальчиком, а у девочек конструктор будет другого типа просто, да, более ориентированный на как бы девичью тематику. Да. Так, еще. Кукольную посуду. Кукольную посудку сюда, да, то есть посудка. Так, еще. Заколочки. Заколочки, то есть какие-то украшения, да? Ну, игрушечные, понятное дело. Сейчас даже косметику детскую дарят, да, девочкам? Так. Книжки и мальчикам и девочкам. Книжки и мальчикам и девочкам. Я посередине напишу. Да? Так, еще? Форма героев. Форма героев, да? Так, тогда каких героев мальчикам, какие девочкам? А? Принцессы это девочки, да? Так, костюмы. Костюмы принцессы. Девочкам, а мальчикам? Какие-то герои, там, Спайдермен, да, или еще что-то такое, да? Какие-то супергерои. Супергерои. Так, а сабли, оружие, да, какое-то? Оружие. Пистолеты, сабли там. Пазлы, наверное, и там, и там. Ага, пазл, да, ну тема может быть у пазлов разная, да, но тем не менее, как тип игрушки, мы и тем, и тем. Альбомы, краски. Альбомы, краски. Мастер, Ага, мячики, вот давайте про мячи поговорим. Мячи футбольные, девочкам. Да, мальчикам, скорее всего, это будет футбольный мяч, да, а девочка? Какой-нибудь яркий, резиновый или какой-то такой вот мячик надувной, да? Смартфоны. Ага. Смартфоны, да, игрушечные? Так. Смартфоны, ну, в общем, разные гаджеты, да? Да. Так, еще? Так. Есть еще что-то, что мы дарим? Все, иссякла фантазия, да? Хорошо, на самом деле, если мы повспоминаем, мы этот список еще будем дополнять. Я вот здесь
просто поставлю, что это не исчерпывающий список. Но тем не менее, давайте теперь посмотрим. Вот эти игрушки мы же дарим детям с тем, чтобы они играли, ну, с одной стороны, заняли свое время какое-то, но и с другой стороны, мы рассчитываем, что они чему-то научатся, играя с этими игрушками. Вот какие навыки приобретают наши дети, играя с этими игрушками. Вот давайте, чему научается девочка, когда играет в куклы? Семейным каким-то. Ага, то есть семейные роли осваивает, да? Еще? Что с куклами обычно? То есть нянчатся, да, то есть их кормят, одевают и так далее, да, то есть это вот вся та семейная работа, которая потом во взрослой жизни женщина будет делать у себя дома, да, по отношению к своим близким родственникам, к детям, к другим членам семьи и так далее. Так, а с машинками что мальчики научаются делать? Ага, водить. А во-первых, они узнают устройство автомобиля, да, что у него есть как минимум колеса, руль, там, багажник, мотор, я не знаю, тормоза и так далее, да. И, соответственно, они могут уже разбираться в моделях машин, там, грузовики, легковушки, в разных типах легковушек разбираться и так далее, да. То есть они уже это знание и навыки приобретают. Конструкторы, что дают возможность, чему научаются дети, играя в конструкторы? Мышление, да, то есть действительно, как из частей собрать одно целое, да, логику, наверное, какое-то, в принципе, эстетическое, художественное там, да, развитие, потому что как цвета сочетать и прочее. Так, посудкой у девочек. Чему научаются девочки? Готовить, убирать. То есть знать, что посуду надо мыть. Посуда бывает разная. Там есть сковородка, поварёшка там и так далее. Да? То есть вот, значит, украшения и косметика. Ухаживать за собой. Да? Почему мы не дарим украшения и косметику мальчикам? Мальчикам не надо за собой ухаживать? Не было принято советское. А нет наборов для мальчиков? Нет наборов. Если бы были, мы бы дарили. Хорошо, дальше. Так, теперь костюмы, да, вот когда мы дарим девочкам костюмы принцесс и так далее, мы на самом деле, ну, какую установку мы им даем? Что они научаются, надевая, нося эти костюмы? Ага. И сразу гендерное. Мальчики одевают брюки, девочки платья. Ага, да. Ну, то есть, во-первых, это опять, что нужно соответствовать каким-то критериям красоты, да, соответственно, принцесса – это некоторое такое воплощение идеала какого-то красоты, и, соответственно, девочки с маленького возраста научают примерять на себя этот образ и ему соответствовать. А мальчики, у них, соответственно, другой стандарт. Нужно быть супергероем. Супергерой – это какой? Сильный, ловкий, который помогает, защищает других, да, там, я не знаю, умеет там прыгать и так далее, да, то есть меняется, но тем не менее, да, вот мы разные такие вот, значит, оружие, давайте теперь обсудим. Мы сказали, что мальчикам дарим оружие, зачем мы дарим такие игрушки, что мы хотим, чтобы мальчики научились? Ага, то есть защитник. Есть какое-то оружие. Ага, так. Хорошо, еще что? То есть, да. Не бояться. Ага, да. То есть чувствовать себя, защищаться, да. Но с другой стороны, есть и другое, да. Если мы даем оружие, то мы предполагаем, что этим оружием можно, защищая, ты же кому-то наносишь вред, да. Вот это психологическое переключение, что не бояться нанести другому вред, да, и вообще не бояться акта насилия по отношению к другому. То есть здесь на самом деле спорят относительно того, насколько нужно действительно такие игрушки нашим детям дарить, да, и формировать в них установку на готовность совершать насилие по отношению к другим людям. Но, тем не менее, мы как факт говорим, что большинство людей такие подарки дарят. Но пазлы это, наверное, как конструкторы, да, тоже там вот эти вот все альбомы, эстетическое, краски и так далее, развитие. Мячики. Почему мы мальчикам дарим футбольные мячи?
потому что считается мужская игра. Ага, мужская игра. Хотя есть и женский футбол, да? Но, тем не менее, мальчикам подарим футбольный, и девочке подарим мячик, с которым она даже может и одна играть, да? В принципе, там подкидывать мячик, ну или 2 девочки, может быть, 3 девочки. А футбольный мяч предполагает наличие уже команды, причем не одной, а 2 команд, да, и которые будут друг с другом соревноваться. И вот отличие как раз-таки вот здесь навыка, что мы мальчиков с самого детства учим работать в команде и быть лидерами, да, ну и выполнять разные роли в этой спортивной игре. А девочкам не обязательно, да, им достаточно просто перекидывать мячик и таким образом друг с другом взаимодействовать. Ну, мы сюда еще не написали массу других, типа там боксерских перчаток, да, там и так далее, которые бы тоже показывали эти различия. Давайте посмотрим. Вот то, что у нас такой получился, где-то набор совпадает, где-то разный. Приведет ли это к разному набору знаний и навыков у мальчиков и девочек? Несомненно, да? То есть девочки уже с детства научатся заботиться от других, да, здесь еще врачебные наборы, лечебные, да, помните, там уколы делать, там делать перевязки, там и так далее, готовить, убирать, за собой ухаживать, да, наборы шитья мы, как правило, девочкам дарим, да, и так далее. То есть они этому научатся и, соответственно, вот соответствовать каким-то таким критериям. Мальчики у нас научатся с техническими всеми, да, вот какими-то механизмами разбираться, они их не будут бояться, будут уметь собирать, разбирать, чинить и прочее. И с другой стороны, они вот как бы приобретут некоторые представления о том, что значит быть сильным, как это должно быть, в чем это будет проявляться, какие модели поведения здесь от тебя требуются, и как взаимодействовать с другими в какой-то вот в рамках каких-то командных игр. Таким образом, казалось бы, да, мы просто дарим подарки, но на самом деле за этим стоит определенная образовательная программа. Да? То есть мы закладываем определенные установки нашим детям и через эти игрушки как бы им говорим, вот нужно вот так. Ты должен или должна уметь то-то, знать это. Если ты этого не знаешь или не умеешь, то, соответственно, это уже не есть хорошо, и нужно этому научиться. Поэтому, если мы пойдем дальше, да, теперь это вот пока детский возраст, теперь закончили школу, стоит вопрос выбора уже профессионального образования. В какой университет поступить, да, ну или в какой лицей пойти. Повлияет ли вот этот набор навыков, которым они обладают с детства, повлияет ли это в какой-то степени на выбор профессии будущей? Как вы думаете? Конечно, повлияет. Кто-то говорит, не повлияет. Давайте обсудим и то, да? Как повлияет? Как это может повлиять? Угу. Да, то есть если, например, мальчик умеет и любит играть с машинками и знает все про них, да, он может пойти как раз вот на какую-то техническую специальность. Да. Да, если спортивная, вот он может пойти туда. Да. Вот, у девочек, соответственно, образование, здравоохранение, да, там общепит, там, ну и так далее, да, там швейное производство. Да. Да, мы как бы говорим, повлияет или нет. Понятно, всегда есть исключения, да, и мы не можем говорить, что все абсолютно, что это 100% влияние. Но какая-то часть в какой-то степени на этот выбор влияет. Значит, хорошо, выбрали, все профессии нужны, любой труд у нас ценен и почетен, да, в принципе, здесь как бы с советского времени и сейчас у нас политика остается той же. Но пришли, устроились на работу с этими дипломами, в равной ли степени они будут получать вознаграждение за свой труд? Вот если мы обратимся к статистике, то окажется, что преимущественно те специальности, где преимущественно вовлечены мужчины, да, это такие как там энергетика, инженерные специальности, горное дело, я не знаю, там вот машиностроение как раз, да, транспорт и прочее, там заработные платы будут, как правило, выше в среднем, чем заработные платы в так называемых женских отраслях экономики, таких как образование, здравоохранение, да, там, вот все вот эти социальные гуманитарные специальности. Как так получается, что у нас профессия преподавателя менее ценна, чем профессия каменщика на стройке? Ну, там физическая работа, здесь
Хорошо. Давайте тогда из этой же строительной отрасли. У нас в строительной отрасли женщины тоже вовлечены. В основном это маляры. Да? Труд маляра, ну штукатуры маляры, труд штукатура маляра, он менее тяжелый, чем каменщика. Скорее всего, вредный. Ну, вредность другой. Вот вы вообще видели, как работают каменщики? Да? Кладку делают. Да, делает кладку. Он сам эти кирпичи таскает? Нет, ему подают. Да, как правило, вот эти каменщики, они считаются достаточно такими элитными, да, специальностями, и он сам ни цемент не замешивает, ни кирпичи не таскает, он только стоит, ему все подают. Его задача только укладывать эти кирпичи. Ну, правильно, там ровно укладывать по технологии и так далее. В то время как, в чем работа маляра? Маляр, ему кто-то краску подает? Нет, они сами ее разводят, таскают, на себе все тащат, да? На лестницу на эту взбираются, не знаю, в каком положении там находятся, на сквозняках работают, потому что стройка может быть и в осеннее-зимнее время, да, когда еще здание не закрыто, а уже надо делать какие-то малярные, штукатурные работы. Менее вредная работа, менее опасная. Вот я бы, например, не сказала. С этой точки зрения получается, что она даже может быть более сложная, потому что рисков больше, да, с химикатами работать, с этими красками, дышать ими, там, разводить и так далее. Таскать эти тяжести на себе, она менее комфортная, эта работа. Но, тем не менее, зарплата маляра, ну, я не знаю, если не в 10 раз, но в 5 раз меньше, чем зарплата каменщика. А вообще женщины-каменщики были? На самом деле есть. Вот на Филиппинах была специальная программа по профориентации для того, чтобы вовлечь девушек молодых становиться каменщиками. Именно потому, что это такая высокооплачиваемая работа. Укладывать кирпичи ровно могут научиться и девушки, да? И этим самым, на самом деле, ну, как бы, в принципе, это вопрос только профориентации. Что у нас стереотипно, традиционно идут потоками там девочки на поваров, мальчики там на каменщиков и так далее. Вот сейчас я попросила Бакулю раздать материал, и мы с вами его сейчас обсудим. Да, как раз на этой схеме попытка ответить на вопрос, являются ли гендерные роли обусловленными изначально, да, вот, предопределенными в зависимости от нашего биологического пола, или это все-таки больше социально определенные вещи. Так, сейчас вот Бакуля раздаст. Ну, в любом случае, я могу пока начать. Да, вот здесь на этой схеме, в первом верхнем значит, кубике, следующее утверждение, что гендерные роли социально определены от рождения. То есть не биологически, а именно социально. Ведь на самом деле дети не знают, мальчики они или девочки. Да, они рождаются, а у них этого знания еще нет. Это знание они получают от своего ближайшего окружения, то есть от родителей, от семьи, да, которым говорят, ты мальчик, ты должен вот так-то, ты девочка, ты вот, соответственно, у тебя должна быть такая модель поведения. И даже на одно и то же событие, на один и тот же факт мы даем совершенно разную установку. Упадет ребенок, разобьет себе коленку, если это будет мальчик, прибежит, плачет, да, ему больно. Мы что скажем? Ты же мальчик, не плачь, ты что, нельзя, там, и так далее, и так далее. Если прибежит девочка с разбитой коленкой, мы что сделаем? Мы, скорее всего, ее возьмем на руки, будем обнимать, успокаивать, конфетку дадим и скажем, ты моя бедная, ты моя сладкая, там, и так далее. Да? Все, и уже дети очень четко эти вещи с самого детства усваивают. Я девочка, мне можно плакать. Я мальчик, мне нельзя, да, там, и так далее. Поэтому очень много действительно зависит от тех установок, которые мы даем. Поэтому на самом деле вот первое как раз утверждение, оно об этом, что гендерные роли, они определены от рождения. Ребенок рождается в той среде, в которой окружение уже транслирует определенные вот эти самые гендерные установки, какими хотят видеть своих детей родители, и какие у них у самих есть представления о том, что значит быть девочкой, что значит быть мальчиком, какой она должна вырасти там, во взрослой жизни женщиной, или он должен стать мужчиной. Да? И вот эти установки, они начинают транслироваться. Был очень интересный эксперимент, Энтони Гидденс, он провел такой вот эксперимент, когда нужно было молодой матери, у которой был грудной ребенок трехмесячный, отлучиться буквально на там, 1 час, выйти, и нужно было, чтобы этот час за этим младенцем присмотрела няня.
И вот приглашали няню, давали ей ребенка, и была скрытая видеосъемка того, как эти няни ведут себя с этим младенцем. И, значит, в одном случае, ну, как бы ребенок мальчик, младенец мальчик, а в другом случае девочка. Как вы думаете, были ли различия в поведении няни по отношению к этим младенцам? Или было полностью одинаково? Ребенок трехмесячный, он еще пока закутан в одеяльце, в шапочке, там, в пеленочке. Скорее всего, одинаково. Скорее всего, одинаково. Да. Вы знаете, как ни странно, были различия. Вот когда они проанализировали, то оказалось, что няни тоже ведут себя по-разному. Если, например, младенец был мальчик, и он начинал плакать, то время, через которое няня к нему подходила и брала его на руки, да, и значит, начинала с ним делать какие-то манипуляции, было всегда больше, чем если это был младенец-девочка. Интонации, с которыми няня разговаривала с этим младенцем, тоже различались. Если девочка, то это было сюсюканье, как правило, да, такие ласковые интонации. Если это был мальчик, это было даже, ну что ты так раскричался, ух ты, какой нетерпеливый, там, и так далее, и так далее. То есть вот эти различия, они были. И поэтому, но самое интересное в этом эксперименте было то, что ребенок был один и тот же. Просто один раз его одевали и заворачивали в голубые шапочку и одеялко, а второй раз в розовую. И говорили няням, это девочка, это мальчик. Это как лишнее доказательство, еще одно доказательство того, что мы по-разному начинаем формировать отношения в зависимости от того, кто перед нами, мальчик или девочка. Ну, давайте, мы пока безоценочно, мы только констатируем факт, да, что дети растут в среде, в которой задаются разные социальные установки для мальчиков и девочек. Это влияет, как мы уже говорили, на разделение труда. Даже если мы посмотрим, какую работу должны делать дома мальчики и девочки в большинстве случаев, да, то окажется, что девочки большей частью будут помогать именно маме по домашнему хозяйству, да, там, мыть посуду, убирать дома там, и так далее, смотреть за младшими детьми, а мальчики в большинстве случаев будут помогать папе там, во дворе, особенно в сельской местности, да, там, уход за скотиной там, и так далее. Это, скорее всего, будут мальчики со своими папами делать. Ну и как мы уже в этом кейсе отметили, что такое распределение, значит, такие гендерные роли и такое распределение труда влияет на то, что потом уже в профессиональной сфере труд наш оценивается различно. Вот то, что мы сейчас отмечали, что значит, сектора экономики, в которых преимущественно заняты женщины, почему-то, да, оцениваются государством и обществом всегда ниже, чем те отрасли экономики, в которых задействованы мужчины. Интересный в этом случае пример банковской сферы. Да, вот в советское время у нас банки не были коммерческими. Фактически это были просто организации по учету перемещения денег. Да, фактически никто там не мог на этом сделать себе капитала, и работники банковской сферы, они были просто учетчиками. Сегодня, когда банки коммерческие и работники банков могут получать уже бонусы там, и так далее, да, посмотрите, как изменился гендерный состав. В советское время в банках преимущественно работали женщины, сегодня мы видим там достаточно большое количество мужчин, особенно в топ-менеджменте. Да? То есть как только эта профессия становится емкой с точки зрения заработной платы, она тут же будет привлекать мужчин. Я вас уверяю, если мы завтра сделаем зарплату преподавателей такой же, как зарплату депутатов парламента, у нас там будут одни мужчины. Женщин выдавят из сектора образования. Вот дальше. Значит, вот то, что у нас женщины в целом получают меньше, да, чем мужчины, опять-таки по объему тех заработных плат, которые получают женщины и мужчины, мы можем говорить о том, что различные роли работы и оценка труда создают различия в доступе к принятию решений, сервису и доходам. Понятно, что если у женщины меньше денег, она меньше будет иметь возможности вообще участвовать в принятии решений у себя ли дома в семье, да, или на работе, или в политике где-то. Да, и поэтому, например, понятно, что для женщин-кандидатов это серьезный вызов найти средства на свою избирательную кампанию, в то время как для мужчин это меньше проблема, потому что они и сами имеют гораздо больше капиталов, чем женщины. Ну и, соответственно, различия в оценке, последний кубик давайте посмотрим, различия в оценке труда и трудности доступа поддерживают существующую силу отношений, которая стимулирует различия гендерных ролей. О чем этот последний кубик? Да? Он фактически говорит о том, что мы
пытаемся принять за норму то существующее положение, которое сегодня сложилось. Да, преподаватели в школах получают зарплату меньше, но значит, так и должно быть. Да? И мы начинаем объективировать эти факты, придавать им значение нормы, хотя на самом деле, если критически подумать, то здесь логического объяснения не всегда можно найти. Да? Но мы, тем не менее, соглашаемся с этим и говорим, да, так было, и это нормально. И потом уже, когда мы воспитываем наших детей, мы продолжаем их воспитывать с теми же установками, с какими воспитывали нас. Да? И также, если упадет наш сын, мы ему говорим, ты же мальчик, не плачь. Да? И поэтому вот здесь как раз и показывается, что замкнутый круг, да, фактически получается. Но у меня к вам вопрос. Есть ли возможность этот замкнутый круг все-таки разорвать, сделать его не таким жестким? Или это вот уже, ну вот, никак не изменишь, надо смириться и просто жить дальше. Все можно изменить, да? А на каком из этапов можно это менять? Менять надо на всех этапах. На всех этапах, совершенно верно. То есть и на этапе, когда дети рождаются, и мы их только начинаем воспитывать. Да? Начните хотя бы со своих детей, со своих внуков, да, племянников и так далее. И уже не такие жесткие рамки задавать именно в системе воспитания. То же самое относительно там, потом выбора профессии и прочее, прочее. Политика государственная тоже может меняться. Да? Можно пересмотреть политику заработной платы. На самом деле это время от времени надо делать этот пересмотр. И, соответственно, создавать возможности и условия для недопредставленной группы, иметь возможность участвовать в принятии решений разными механизмами, да, там квоты, я не знаю, какие-то специальные меры, возможности, учет мнения тех групп, которые не входят в органы управления, то есть запустить разные механизмы. И таким образом этот круг можно разрывать. Вы на очень правильный аспект обратили внимание. Давайте мы с вами зададимся вопросом, а почему, откуда вообще берутся корни гендерного неравенства? Вот практически мы, наверное, не найдем ни одну страну в мире, в которой бы могла рапортовать, что она уже искоренила гендерное неравенство, и все равно, там, какая бы ни была прогрессивно развитая или экономически развитая страна, все равно будут какие-то сферы, проблемы, в которых еще это гендерное неравенство будет оставаться. В чем основное различие между мужчинами и женщинами? Да? В чем именно? Физиология мышления. Вот, Мышление? Юрий Джапарович, вы не совсем правы, потому что оказывается, что даже у гомосексуалистов у них идет разница работы мозга. У них мозг устроен как по женскому принципу, поэтому у них и мышление идет женское. Давайте мы сейчас вот эти вот крайние случаи не будем рассматривать, да, потому что мы сейчас пытаемся разобрать в целом. Вот между мужчинами и женщинами основное отличие в чем? Мы видим сегодня массу примеров, когда, значит, те сферы занятости, где были раньше только мужчины, туда сегодня спокойно проникают женщины, да, и прекрасно с этим справляются. То есть в космос они слетали, на тракторе они могут работать, наукой могут заниматься, я не знаю, там шпалы укладывать и так далее, и так далее. Да? То есть, в принципе, если так посмотреть, то это скорее, может быть, просто раньше не было условий и возможностей для того, чтобы женщины этим занимались. Но если такие условия создать, то они вполне могут с этими функциями справляться. Женщины там президентами могут становиться и так далее. Но чего не могут мужчины, что только могут женщины, и чего не могут... Совершенно верно. Да, вот та самая репродуктивная функция, это и есть наше самое главное отличие. Только женщины могут рожать. Да, и только мужчины могут оплодотворить женскую яйцеклетку. Да, все, вот это вот два базовых отличия. Все остальное уже, так скажем, зависит от условий, да, и от конкретной личности. Понятно, наука сейчас бьется, и, возможно, когда-то у нас будет возможность, когда и мужчины будут рожать, да, там, я не знаю, или это уже вообще не будет зависеть от конкретного человека. Но сейчас пока это еще из области фантастики, мы исходим из текущей ситуации. Вот если бы у нас на самом деле рожали и женщины, и мужчины, наверное, бы у нас не было проблем с гендерным неравенством. Можно было договориться: первого я, второго ты, да? Вот, и, соответственно, никаких бы потом дальше проблем не было. Но вот то, что именно женщины только могут рожать, на самом деле обуславливает то, что это достаточно обременительно и накладывает определенные трудности именно для женщин в социальном плане. Вот смотрите, выносить ребенка — это 9 месяцев, это достаточно тяжелый,
том числе физиологический процесс. Последние там несколько месяцев она вынуждена уйти в декретный отпуск, не работать на работе. Да? Потом рождение, вскармливание ребенка, там, ну, хотя бы несколько месяцев, 4 месяца у нас оплачиваем отпуск по законодательству, а до 3 лет по Трудовому кодексу женщина может уйти в такой отпуск. Да? Это на одного ребенка. Вот считайте, пока она его выносит, пока вскормит, и потом выйдет на работу. Это вот, ну, где-то в среднем 2-3 года потери из ее активной социальной жизни. А если детей не один, а несколько, да, это, считайте, сразу же уже несколько лет. Да, и таким образом вот эту проблему, это так называемая материнская дилемма, да, когда нужно выбирать карьера или семья, она есть только перед женщинами стоит. У мужчин такой дилеммы нет. Мужчина может быть прекрасным, там, многодетным отцом, но при этом не прерывать карьеру, да, без отрыва от производства, продолжать там, двигаться и занимать какие-то новые социальные уровни. А если мы возьмем наш пример из образования, сферы образования, да, вот представим, что учились на педагогическом вузе, и парень и девушка, причем, как правило, девушки лучше учатся, да, то есть у нее, скорее всего, будет красный диплом. Но представим, и он, и она хорошо отучились, вернулись в свое родное село и пошли работать в школу. Вот какова вероятность, что через 5-10 лет кто-то из них продвинется внутри этой школы? Ну, например, станет завучем там, или директором. У кого больше шансов? У мальчика, да, потому что он будет эти 10 лет непрерывно работать, да, учитывая, что мужчин в сфере образования мало, их стараются удерживать, и, соответственно, удерживать через разные стимулы, в том числе возможность повышения по карьере, в то время как эта девушка, скорее всего, выйдет замуж и вот в тот самый декретный отпуск уйдет, и не один раз. Да, и через 10 лет он уже может быть директор школы, а она все еще может быть учительница, и еще, может быть, даже все равно сидит дома, потому что если она не одного, а 3-4 детей родила, то, соответственно, у нее и опыта педагогического стажа такого, как у него, уже не будет. И таким образом такая картина во всех сферах наблюдается. Да? Нужно ли, чтобы, ну, соответственно, если такая проблема стоит только перед женщиной, да, то женщины на Западе сегодня делают выбор, что я буду лучше заниматься карьерой, да, а не рожать детей, потому что это риски для нее в том числе. Или там идет сокращение рождаемости, то есть не много детей, а 1-2 максимум, да, и это все, и потом заниматься карьерой. Да, и таким образом, на самом деле, получается, для государства, для того, чтобы у нас новые граждане появлялись, ведь дети это не просто прихоть женщины или мужчины, да, это не только для них нужны дети, а новые граждане, новый человеческий капитал нужен и государству. И вот если государство хочет, чтобы у него был прирост населения, чтобы женщины не отказывались от рождения детей, а все-таки действительно выполняли эту важную, значимую социальную государственную функцию, государство должно создавать условия, в том числе компенсирующие какие-то меры принимать, чтобы женщина, даже если она уходит в декретный отпуск, отрывается от производства, она, тем не менее, имела возможность догнать, да, и, тем не менее, занять все те позиции, на которые она, в принципе, рассчитывает. Поэтому вот и есть вот эта политика тех самых специальных мер и прочее. Но у меня уже осталось совсем мало времени, я вот отнимаю уже время у Замиры Касымбековны. Сдвинем обед, да? Но в любом случае презентация у меня гораздо больше, она останется у вас здесь, я, наверное, только на ключевые моменты обращу внимание. Да? Если можно, бабушка, первый слайд. Ага. Сразу весь. Что такое? Нет, вот этот. Ой, о чем? Что-то. Вот, все, пошло, да? Значит, ну вот первое, что нужно сказать, что само понятие гендера, оно тоже появилось не сразу, да, и объяснение, чем отличаются мужчины и женщины, и чем оно обусловлено, в самой науке тоже менялось. И вот наука, она прошла 3 этапа. Первый этап – примордиализм до середины 20 века, инструментализм 60-80-е годы прошлого века и конструктивизм с конца 80-х и по настоящее время. И вот дальше более подробно эти течения будут описаны. Вот примордиализм – это направление научное, когда действительно
действительно объяснялось, что различия эти между мужчинами и женщинами, они обусловлены природой, они извечные, чуть ли не на генетическом уровне определенные, да, и вот родился женщина, все, это твоя судьба, родился мужчина, это твоя судьба, да, и так далее. Вот. И разные ответвления науки были такие, как социобиология, там, классический психоанализ, на самом деле это тоже, да, объяснял. Можно следующее? Но потом наука стала сама отказываться от этого подхода, потому что появились доказательства, что не всегда это так жестко взаимообусловлено, реальные факты, когда это оспаривалось, да, и появилось новое течение, новое направление, так называемый инструментализм. Когда говорила, что социальные различия есть инструмент, используемый элитой для достижения своих интересов. Кстати, вот эти социальные различия, они не только к гендеру, но и, например, к этническим различиям, да, или к различиям, значит, вот там инвалидность, да, физическое здоровье и прочее, то есть языковые там, и прочее. И вот, значит, это направление, соответственно, говорило о том, что когда государство, да, или элита какая-то, им выгодно, чтобы, например, женщины вышли на рынок труда, то есть недостаток. После войны, например, был недостаток трудовой силы, и нужно было, чтобы женщины вышли в поле, на заводы там, и так далее. Тогда сразу же появились плакаты, да, и политика была такая, что женщина должна обязательно выходить и, значит, во всем этом участвовать. А потом, например, когда уже рынок заполнился, экономика стала развиваться, и рынок перенасыщился рабочей силой, появилась, наоборот, обратная установка. Женщины лучше должны сидеть дома, да, заниматься хозяйством, детьми и прочее. Да, вот. И как бы меняются вот эти установки. То есть вот этот инструментализм, когда мы относимся к этим различиям как к инструменту. Выгодно нам сегодня, мы такой зонтик достанем, невыгодно, мы другой зонтик откроем, да, и так далее. Ну и вот этот подход тоже очень сильно критикуется. В частности, утверждается, что расизм и сексизм основаны как раз на этом подходе. Да? То есть на самом деле обществу и государству выгодно, чтобы женский домашний труд продолжал существовать, потому что он неоплачиваемый. На самом деле колоссальное количество времени и трудозатрат вносится, да, но это никак не оценивается, не учитывается, не поощряется. И это выгодно государству и обществу, чтобы это продолжало так оставаться. Если мы начнем это все оценивать, то окажется, что на самом деле таких денег вообще ни у одного государства в мире нет. Но, тем не менее, это несправедливо. Да? То есть вот критика этого подхода тоже стала появляться. И вот современный подход по отношению к социальным различиям – это конструктивизм, который утверждает, что существующие различия – это на самом деле результат конструирования на основе производства и воспроизводства идентичности. И вот идентичности здесь уже говорится о том, кем мы сами себя воображаем, да, кем мы сами себя считаем. И это уже, ну, как бы есть элемент субъективности в этом во всем. И вот разные направления, научные течения здесь тоже есть. Воображаемые сообщества – это проэтнические сообщества, символизм, концепция другого и так далее. Но опять-таки оставлю на самостоятельное ознакомление. Да, ну и вот у конструктивизма основные идеи какие-то, отказ от единой точки зрения, абсолютно истины, да, то есть уже говорится, что нет какого-то абсолютного там образа женщины или мужчины, а это зависит от того, какой образ или какая идентичность сложилась в этом конкретном обществе и у этого конкретного человека. Да? И, соответственно, уже эти вещи, они будут зависеть от многих факторов. Развенчание стереотипов, отказ от оппозиции, что уже там рациональное, иррациональное, добро, зло, старое, новое. Развенчание механизмов доминирования. И, значит, что многие категории устоявшиеся являются симулякром. Ну вот приведу пример. Да? Например, вот мы когда говорим, вот мы кыргызы, мы предполагаем, что мы знаем, какие мы, в чем наше отличие. Но если мы начнем рассматривать, то мы, например, все 6 миллионов кыргызов же не знаем лично. И мы не можем утверждать, у нас есть только идея некоторой кыргызскости, и исходя из этой идеи, из этого симулякра, мы как бы начинаем говорить, да, вот мы такие и так далее. Хотя если потом примерять каждому конкретному кыргызу, там, отдельному человеку, будут расхождения, да, в каждом случае. Так, дальше.
Так, ну и вот Симона де Бувуар, ей как раз принадлежат, она написала книгу «Второй пол», ей принадлежит такая фраза, что женщины не рождаются, ею становятся. Но аналогично можно сказать, мужчины не рождаются, мужчины становятся. Да? То есть то, как общество, значит, что в нас закладывает и что мы сами готовы принять и воспринять, вот это и будет тот набор, который мы вкладываем. Дальше, бабулечка, сразу. Так, ну и вот как менялось само понятие, да, вот, например, в 10-20-е годы было понятие психология пола в научных исследованиях. Следующие там 30 лет, с 30 по 60-е годы, была уже психология половых отношений, sex-difference. Конец 70-х годов уже появился термин различия, связанные с полом, да, то есть уже все меньше и меньше вот эта вот связка, уже не такие жесткие обусловленные выделяются различия. И уже начиная с 80-х годов говорят гендерные различия. То есть понятие гендер сегодня оно имеет отношение уже не к нашей физиологии, да, а именно к нашим социально обусловленным характеристикам. Да, дальше. Вот еще из сферы образования. Георг Крайк, это американский социолог, он на протяжении многих лет анализировал результаты тестов, то, что у нас ОРТ, да, там где-то еще как-то называется, ну вот те самые тесты, которые сдают выпускники. И вот он анализировал, он у них называется предварительный тест академических способностей с 1960 по 1983 годы. И он увидел, что на самом деле с каждым годом происходило резкое уменьшение различий в психологических характеристиках мальчиков и девочек. Например, да, анализ результатов тестов на понимание пространственных отношений американскими школьниками старших классов показал, что за последние 20 лет пространственные способности девушек существенно изменились. То есть, например, задачи по геометрии, да, там какие-то вот такие вот, которые требовали именно пространственного мышления, уже решались девочками так же, как и мальчиками. Изменилась генетика? Что там изменилось? Наверное, вряд ли, да, то есть, в принципе, дети как были, они такие дети есть. Но, скорее всего, изменилась среда, да, изменилась в обществе установки. Девочки стали больше тоже знакомиться с техническими средствами, да, иметь больше возможностей самим развивать с детства эти навыки пространственного мышления, и это дало результат на тестах. Еще одно исследование, так, давайте мы его пропустим, дальше. Вот это примеры агитпропа, да, который во времена войны использовался. Вот, казалось бы, да, женщины и война – это всегда антагонистические как бы, связи, да, но тем не менее во время войны агитпропаганда начинала эксплуатировать совершенно другие образы, да, и призывала женщин участвовать в производстве военном там, и так далее, и так далее. Дальше можно сразу? Или вот, например, да, советский агитпроп «Работай, как Дарья Гармаш». Да, вот. То есть нужно было, чтобы женщины вышли в поле. Здесь вот, например, «Долой кухонное рабство», даешь новый быт. То есть здесь, смотрите, все, что дома, это страшная темная паутина, а вот там дверь откроешь, там прекрасно. Да, и вот нужно, чтобы женщины вышли туда. Или вот здесь, да, для равноправия женщин, здесь, вставая в ряды фронтовых подруг, женщина, бойцу, помощник и друг. Дальше. А это вот вообще уникальное, да, он красный галстук носит, ребятам всем в пример, он девочка, он мальчик, он юный пионер, но все равно он. Он девочка, он мальчик. Вот это уже, значит, Азия, наша, Вьетнам, да, Китай и так далее, вот тоже, но смотрите, те же самые приемы используются, да, фактически конструирование новых гендерных ролей. Дальше. Это вот наши архивные киргизские фото. Еще один раз нажми, тут еще забыл. Вот, значит, наши женщины-чебаны, геологи. Вот наша Дарья Гармаш, да, на тракторе. Вот на хлопке и так далее. Можно дальше сразу. Но при этом никто не отменяет репродуктивные обязанности, да, женщин. То есть это все сохраняется. То есть ты можешь и на коне, но и при этом... Так, дальше. А это вот как средства массовой информации наши конструируют. Вот газеты взяты примерно из одного периода, когда Наурус. Вот смотрите, здесь мужчины на коне, вот они выступают, да, а женщины, они только как украшения в национальных одеждах, на качелях качаются, где-то там просто сидят и так далее, да. То есть вот разные опять-таки роли. Или вот, например, какое место дается возможность осветить как бы вклад женщин и мужчин. Вот
всем известной личности у нас, да, вот смотрите, на этой фотографии нашлось место даже для компьютера, там, для стола, да, там, ну, не знаю, вот так много. А вот это Наталья Аблова. Фотография была как будто бы, ну, их разыскивает милиция, да, ну, или из паспорта. И на самом деле это была маленькая заметка, там буквально было 10 строчек о том, что Наталье Абловой вручили государственную премию за вклад, значит, по защите прав человека. И вот это вот маленькая такая, то есть для нее не нашлось места, да, ни для большой фотографии, ни для большого развернутого текста, а вот для таких мужчин-политиков всегда находится на развороте место. Дальше. Вот какие еще примеры используются, да, вот моей женой была ведьма, эксплуатация женского тела идет, да, причем я не понимаю, почему с кроссвордом рядом, да, должно быть женское тело использовано. Вот, ну или женщины на обочине жизни. Это только некоторые примеры, как сегодня наше пространство разное, да, там средства массовой информации, окружение формируют разные гендерные роли. Дальше. Дальше. Сразу пропускаем. Бакучка, дальше. Сразу еще дальше. Следующий еще. Ну вот это вот интересный пример, это герб Новой Зеландии. Не знаю, видели или нет, да, вот вообще, когда мы говорим о гербах, то на самом деле, если посмотреть, все гербы, они включают только каких-то животных, там, орлов, львов, да, какие-то там такие вот животные, грифоны и прочее. Вот это вот практически один из немногих гербов, где есть люди. Но при этом не просто люди, но еще он гендерно корректный считается, да, гендерно-сенситивный герб. Здесь вот смотрите, несколько посланий. С одной стороны мужчины и женщины, да, равны, с другой стороны разные расы, то есть белая женщина, туземный мужчина, да, то есть это разные культуры там и так далее. Значит, как бы идея вот этого равенства, она пронизывает и в том числе государственный герб. Так, это вот примеры, которые статистики я говорила, да, какие специальности, куда идут девушки и юноши у нас. Давай дальше, это тоже пропускаем. Сколько аспирантов? У нас оказывается, что, например, в числе аспирантов у нас больше девушек, значит, но на госслужбу потом почему-то эти умные женщины не востребованы, да, и на госслужбе у нас 25% всего потом оказывается женщин. Ну и теперь к сектору образования, да, то есть когда мы говорим о том, что как наша система образования должна быть построена в условиях того, что гендерные стереотипы везде, да, они пронизывают наше общество, наши семьи, наши средства массовой информации, и как бы мы живем в этом пространстве, где вот мы все время сталкиваемся с этими гендерными стереотипами и гендерными установками. Система образования, она, по идее, должна помогать детям приобретать ту самую компетентность, гендерную компетентность, которая предполагает, что они должны учиться равенству, да, должны уважать другого человека, независимо от того, мальчик он или девочка, да, мужчина или женщина, физически он здоровый или инвалид. Да, то есть вот, как бы, по идее, система образования этому должна научить. И если мы хотим проанализировать, именно сделать как бы гендерный сканинг такой, системы образования, то мы можем обратить на несколько таких моментов. С одной стороны, проанализировать содержание образования, да, то есть наши курсы учебные, о чем вообще они, включают ли материалы, учебные материалы гендерную или там политическую тематику, основывается ли на стереотипах, в равной ли степени персонажами, адресатами выступают лица разного пола, там, этноса и так далее. Если мы форму будем анализировать, то есть в какой форме подается, с помощью каких средств изображения, да, преподносится этот материал учебный, то тоже визуализация воспроизводит или деконструирует гендерные этнические различия. Является ли язык формулировок корректным, без использования сексизмов? И как процесс самоорганизованного обучения, да, ориентированы ли методы обучения на лиц разного пола, предполагают ли они развитие тех самых лидерских навыков, да, и навыков вообще выступления, активности и для мальчиков, и для девочек. Обеспечивается ли в процессе обучения равноценное отношение к различным социальным группам учащихся? Можно дальше. И вот сразу дальше, по курсу, сразу дальше. И вот несколько примеров, да, ну вот известная схема, да, эволюция человека, но у нас за человека берется именно лицо мужского пола. Ну и вот это обыгрывается уже в разных карикатурах, да, что мы не обращали на это внимание, но тем не менее оно идет. То есть эталоном у нас является мужчина, а женщина это скорее отклонение от нормы. Да. Вот примеры наших конкретных учебников. Вот русский язык, 1 класс, это причем наши современные учебники, уже не советские. Давайте посмотрим, да, вот теперь
наденем гендерные очки и посмотрим, как здесь подан материал. Ну вот мы видим, на первой страничке только мальчик почему-то, да, у нас. Дальше. Ага. Да, это вот, когда мы посчитали, то оказалось, что 107 изображений мальчиков и мужчин в этом учебнике и только 52 изображения девочек и женщин. Различия в мужских и женских гендерных ролях проявились в том, что, например, там, где изображались профессии, мужские – это врач, отец, добытчик, тот, кто все покупает, интеллектуальные, спортивные виды деятельности. А женские – это были только школьная учительница, домохозяйка, продавец на рынке и домашний труд. Да? То есть, на самом деле, воспроизводим гендерные стереотипы в этом учебнике. Дальше. И этнические тоже, да, дальше. Угу. Вот теперь примеры, да, вот тоже. Здесь вроде бы более-менее гендерно корректно, но опять-таки учитель только женщина, да, дальше. Вот теперь смотрите, чисто моют дети пол, вытирают доску пола и так далее, да, вот тоже можно видеть, как здесь. Вот смотрите, только один мальчик участвует в уборке, а два мальчика сидят, играют, собирают эти кораблики. Да? То есть как будто бы они не должны участвовать в этом общем процессе. И так далее. Да? Вот, например, мытье посуды, только девочка появится. Да? Дальше. И это учебник. Вот разные виды одежды. Мама будет в такой домашней одежде, папа обязательно костюм и галстук. Дальше. Да? Ну вот здесь это пример обратно. Вот рисунок был, где все-таки попытались отойти от стереотипа. Сын моет, Нина рисует, а мама где-то ест сыр. Помните, в советское время был букварь. Значит, мама моет раму, а папа читает газету. Вот, то есть там был обратный пример. Дальше. Это вот другой учебник. Здесь уже наоборот попытка и мальчика, и девочки на титульной обложке сделать. Дальше. Здесь вот эти самые профессии, но тоже, видите, продавец, например, здесь только из женских профессий только продавец. Все остальные профессии мужские. Дальше. Да, вот спортивные игры, да, свободное время, оказывается, есть только у мальчиков. Дальше. Это вот другая глава, да, мы живем на планете Земля. Дальше. Вот здесь, смотрите, химический состав тела, но опять-таки мы видим по контуру, это только мужской, да, мужское тело. Дальше. Или вот, например, описываются эксперименты, но опять-таки все эксперименты в этом учебнике делают мальчики. Хотя кто мешал хотя бы иногда чередовать, да, какие-то эксперименты делают девочки. Вот тоже, видите, только мальчик наблюдает. Это вот новый учебник. Я энергия, здесь наоборот попытка применить разные новые подходы, гендерно-чувствительные. Давайте дальше. Вот здесь, да, видите, разные роли, но здесь пока еще папа выбивает ковер, мама печет. Ну, пока все вроде бы как есть. Мальчик читает, дальше бабушка вяжет. Но зато... Да, но зато вот есть, например, в этом же учебнике есть пример, где папа готовит, да, то есть уже иллюстрация другая. Дальше. Или вот, например, смотрите, обратите внимание, появляется инклюзия, да, то есть когда появляются и дети-инвалиды, которые на самом деле есть, да, и они тоже должны отражаться, потому что они в систему образования вовлекаются. По-моему, это последнее. Гораздо проще. Надо было сексуальную ориентацию иллюстраторов проверять. Интересно, в этом контексте вопросы сейчас ЛГБТ, которые прямо активно уже обсуждаются вчера прям ночью. Так, коллеги, эту тему откладываем, да, давайте мы все-таки поговорим, да, вот это только некоторые примеры того, что можно анализировать, и это наши дети с этим работают сегодня, да, учителя с этим работают, это еще хорошие новые учебники, да, но тем не менее мы можем увидеть, что как много остается сегодня в рамках стереотипов. Это у нас по статистике этого явно так не видно, да, вот, но тем не менее, я думаю, здесь это тоже много зависит от установок. Мы от девочек требуем больше аккуратности, большей тщательности и выполнения, больше ответственности, в то время как мальчикам с самого детства мы допускаем, ну не сделала, ладно, ну там, ну ничего страшного, там, ну порванная тетрадь, ну ладно, заклеим и так далее, да? В то время как девочку отругаем. То есть это наши разные отношения, наши двойные, тройные стандарты именно в системе воспитания. И это закладывает возможность как бы быть менее дисциплинированными, и в том числе в процессе обучения самостоятельного у мальчиков и у девочек. Ну, это одно из объяснений, не все. Мама вот так держит девочек, они учили. Это не мужчины. То есть мамы виноваты. Да, коллеги. Гораздо талантливее, умнее мужчин.
Пусть они это тщательно скрывают. Коллеги задали очень хороший вопрос, как связан гендер и компетентность. Да? Ведь на самом деле быть гендерно компетентным еще надо научиться. То, что мы женщины, не делать нас автоматически гендерно компетентными. Мы также можем иметь гендерные стереотипы похлеще, я не знаю, там тараканы у нас в голове могут быть похлеще, чем у мужчин. Да? И в некоторых вопросах мужчины могут быть более прогрессивными, более либеральными, чем женщины. Поэтому здесь гендерная компетентность означает скорее, что мы на осознанном уровне понимаем, признаем равенство, да, признаем как бы эти различия с одной стороны и чувствуем, где эти различия как бы вот есть, умеем с ними их учитывать и, соответственно, не допускаем в нашей деятельности ущемления или принижения достоинства того или другого пола. А этому надо учиться. На самом деле это просто так не дается. Действительно реально так, потому что когда становится у тебя начальник, ты сидишь и говоришь, лучше будет мужчина, а женщина, она как бы не так объективно относится и больше прислушивается к таким разговорным вещам. И когда берешь на работу, тоже многие говорят, ну зачем ты ее берешь, она тебя рожать будет и будет уходить. И Вот все. она, это косвенная дискриминация. Свои же женщины говорят, которые вместе коллеги работают. Это... Да, и женщина чаще не уступает женщинам беременным. Но опять-таки... Мне не уступали когда-то, и я не уступлю. Вот есть такое. Вот такая, да. Вот это я спрашиваю. Коллеги, справедливости ради, надо сказать, что мужчины у нас сегодня тоже находятся под жесточайшим прессингом. Да? То есть гендерные проблемы испытывают не только женщины, но и мужчины. И это отражается в том числе на продолжительности жизни. Мужчины у нас меньше живут, чаще погибают, раньше умирают, у них более рискованный образ жизни. Да? И все это тоже обусловлено гендерными разными установками. Это не веками, это корректируется. Это просто мы должны набраться политической воли и, например, работать с тем, чтобы бороться с той самой скоростной ездой, которая берется от чего? Что мы воспитываем мальчиков и наших юношей, что ты всегда должен быть первым, ты должен победить, ты должен уметь дать сдачи и так далее, и так далее. И вот эта установка приводит к тому, что у них появляется более агрессивное, более рискованное поведение. И в подростковом возрасте очень много у нас мальчиков и юношей погибают или получают травмы. И наоборот, когда ты не соответствуешь этому высокому требованию, там, кормильца, добытчика, успешного и так далее, у тебя депрессия и, соответственно, склонность к суицидам и к различным видам зависимости. Можно много здесь приводить примеров, но этот факт есть, и продолжительность жизни у нас меньше. Хотя это не всегда биологически обусловлено. И западные страны, та же самая Швеция, да, в которой этот разрыв сегодня сокращается, он уже 1, 2, 3 года в среднем. У нас этот разрыв 12 лет. София, можно еще один вопрос? Вот в связи с тем, что у нас разница в физиологии, в общем-то, наверное, было правомочно мужчин и женщин по-разному воспитывать. Не зря раньше была мужская и женская гимнастика. Как вы к этому относитесь? Потому что даже мозг у нас работает по-разному. Мы по-разному воспринимаем систему образования. Вот какое ваше отношение к этому? Я считаю, что это стереотип, который уже, на самом деле, эта дискуссия была еще в советское время. И почему пришли к смешанным классам? Потому что было доказано, что знакомство с разными группами, да, в процессе обучения, оно развивает личность. В то время как более моногенные группы, они ограничивают возможности там, развития личности и так далее. Поэтому на самом деле, может быть, мозг у нас и работает по-разному, но независимо от этого система образования должна давать равные шансы для всех. Да? Хотя, опять-таки, насколько наш мозг работает одинаково или нет, очень спорный вопрос. Это спорный вопрос, это доказано физиологами, потому что действительно различия есть в восприятии материала. Но независимо от этого. И работа мозга совершенно разная. Есть мужчины, которые прекрасно могут воспринимать, опять-таки, что есть физиологические различия, да, там доказано, что, ну не доказано, 105 раз нам говорили, мы делимся на аудиалов, визуалов, там, кинестетов. И могу отметить следующее, что когда мы говорим гендерное равенство, то мы говорим о равенстве прав, но и о том, что мы равны в различиях. То есть, несмотря на наши различия, да, вот мы должны иметь равные возможности и равный результат. То есть мы... и экономическое равенство. Ни в коем случае не переходить на биологическое, да. То есть мы должны говорить о равных возможностях. Спасибо всем огромное и желаю вам дальнейшей плодотворной работы.